Сбор участников пробега прошел на площади перед Домом культуры. Там всем любителям спорта раздали фирменные майки с логотипом велопробега и браслеты для участия в лотерее. Исполняющий обязанности начальника управления молодежи и спорта Дмитрий Фортуна отметил, что с каждым годом велоспорт приобретает все большую популярность среди жителей автономии. Мероприятие так и называется «Спорт во имя будущего», во имя здоровья. Поэтому мы всех призываем активнее участвовать в таких мероприятиях, продвигать здоровый образ жизни и приобщаться к спортивному образу жизни. Очень рады будем видеть всех сегодня здесь на мероприятии. В сопровождении автолюбителей, полиции, скорой помощи колонна велосипедистов выехала к точке назначения. Самые маленькие участники развернулись на перекрестке с круговым движением у автостанции и вернулись к Дому культуры. Остальные отправились ко второй остановке у перекрестка на въезде в Камрад. Самые выносливые участники доехали до бывшего поста ГАИ на въезде в село Буджак, где и был запланирован финиш. Глава Гагаузии Ирина Влах не сидела за рулем велосипеда много лет, но в этот день сделала это в компании сотен молодых жителей автономии. Я лет 20 не садилась за велосипед, но почему-то подумала, что сегодня надо быть рядом с молодежью, проехать этот маршрут непростой для того, чтобы как можно больше людей на следующий год тоже начало принимать в этом участие. Это здоровый образ жизни, это хорошее настроение, это положительные эмоции, это физическое развитие. И чем больше наши ребята будут заниматься спортом, разными видами спорта, тем будет лучше для их здоровья, в первую очередь для расширения их кругозора, для крепости духа, ну и для замечательного состояния души. Традицию, которую запустило Управление молодежи и спорта, проводить велопробег каждый год, это очень правильно, так как, в принципе, нам надо возрождать наш спорт. И самое главное, в данном мероприятии принимают участие все. Молодежь является, соответственно, приоритетом развития, в принципе, Гагаузии. Так что мы должны выделять пристальное внимание данному виду и развития спорта в Гагаузии. На призыв сесть на велосипед откликнулся и спикер Народного собрания Дмитрий Константинов. Он уверен, что велосипед является транспортом будущего. Велопробег – это показывает, что наше общество движется вперед. И не в том, что мы здоровье усиливаем, но это необходимость скорая будет, потому что лет через 5-10 мы, наверное, все с вами убедимся, что именно большинство пересядут на велосипеды. У нас условия такие сегодня, что дорога не сможет весь автомобильный этот проток выдержать. Мы всегда участвуем, всегда будем участвовать, а детишки должны брать с нас пример. Потому что спорт – это здоровье, это лучший госпиталь, который есть для лечения наших граждан, это именно занятия спортом. Участники велопробега были рады масштабным спортивным мероприятиям. Они отметили, чем полезен спорт для жителей. Хочешь быть красивым – занимайся велоспортом. Хочешь быть сильным – занимайся велоспортом. Хочешь долго прожить – занимайся велоспортом. Хочешь быть успешным – занимайся велоспортом. А я, как доктор, призываю всех, буквально всех наших жителей, камрата, гостей, занимайтесь спортом, потому что спорт тонизирует все органы и системы. Спорт – это жизнь, а велоспорт – это продление жизни и здоровья. Приняли участие в веломарафоне и волонтеры из других стран. Первый год мы не были здесь, мы уже первый раз здесь. Видим, такие люди собираются здесь в Гагаузии. Нам это очень нравится. Вы знаете, уже Гагаузия маленький город, но нам нужно такие организации еще много, чтобы люди собирали вместе и сделаем какой-то спорт и еще такой концерт. Нам нравится так. Катаемся с велосипедом, мы едем в село и в другой город. Так, мы так отдыхаем. Спорт делаем и отдыхаем так. Да, мне кажется, это очень весело участвовать, и я как узнала, сразу захотела тоже поучаствовать, потому что в прошлом году у меня не получилось, и сегодня я приехала, чтобы участвовать. Я вполне часто катаюсь на великах дома, и я решила посоревноваться между своими друзьями и приятелями,
кто лучше и кто чего может. Я решила принять участие, потому что это очень забавно, и тут мои друзья тоже участвуют. Это дает усилий вот ногам, чтобы бегать, вот это то, что педали крутишь. Ну и это как его, если занимаешься вот спортом, что такое здоровье придает. По возвращению колонны велосипедистов Камрад общий, маршрут которых составил 18 километров, была проведена лотерея. Почти каждый смог получить небольшие сувениры и ценные подарки. Всего на велопробег вышло около 180 участников. Мероприятие в 2016 году проходит во второй раз.